Я выступил, значит, с такой необходимостью перед президентом, консультировался, и дальше в письменном виде есть документы, я могу показать. И что памятники должны теперь контролироваться особой группой, должны разъезжать, инспектировать. Иначе нельзя. Скажем, у нас в музее не выставляем, мы знают, уважаемый директор, сотрудницы там музея, значит, я с ними дружу, работаю и так далее. Мы не выставляем там никогда, если там представители МВД не присутствуют, мы не достаем вообще находки. Потому что случаи были раньше, значит, мы же знаем, каким-то образом наловчились, умудрялись открыть экспозицию, которая под замком, и вытащить оттуда, понимаете, находку. Такое было. Такое было. Раз такое дело, мы решили не делать этого без присутствия. Значит, смотрители везде присутствуют, там, где особая необходимость в музеях. Здесь то же самое. У нас смотрители в известных памятниках, в Мокве, скажем, в разных местах вот таких, там, где заповедники, естественно, там есть. А в остальных как? Поэтому есть требования, по моему обращению, сразу же президент АНКАП тогда поручил экологической инспекции вот это инспектирование памятников. Мы вот дружно работали, очень сильно помогли тогда. Как раз Дебар был тогда, вот насколько я помню, Пкин вот работал. Значит, я с ними вот в управлении сотрудничал, они сильно помогли. Ну, потом, когда в результате вот каких-то перетрубаций дальше развития не получилось. Но сейчас мы опять поставили вопрос. Сейчас вот поручено органам СГБ, значит, усилить этот режим, но выделить не менее 10 человек, чтобы инспекция по территории памяти. Почему? Туризм развивается, уже видно, значит, на памятниках появляются. А кто смотрит за ними? Как это можно? Глава администрации не сможет, у него нет ни штатного расписания, ни людей свободных. И поэтому каждый за свою сферу должен отвечать. Надо сюда, в госуправление, не только чтобы она гуманитарная была, силовые структуры, подразделения должно быть для начала.